الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Амин. Сегодня, иншаллах, у нас такая тема, которая называется «Аль-Ахруфу ас-Саб'а». Честно говоря, я не нашел подходящий перевод этого термина «Аль-Ахруфу ас-Саб'а». Ас-Саб'а – это 7. Ахруф можно понимать как способы чтения Корана. Способы или вариации чтения Корана. До того, как объяснить, что это такое аль-ахруфу ас-саб'а, то есть дальше в этом уроке, иншаллах, буду называть аль-ахруфу ас-саб'а, больше с переводом, буду стараться не читать на русском, а только аль-ахруфу ас-саб'а. Поэтому держим в курсе, что это вариации или способы чтения Корана. До того, как мы начнем, надо помнить один очень важный хадис. Передается от Али бин Аби Талиб ради Аллаху анху, и мы все знаем, кто такой Али бин Аби Талиб ради Аллаху анху. 4-й халифа, ученый по шариатским наукам, то есть ученый по Корану, по хадису от пророка, по фикху, по наследству, по мират. Один из самых великих сподвижников и ученых сподвижников – это Али бин Аби Талиб ради Аллаху анху. От него передается, что он сказал: «Инна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма ямуркум». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, приказывает вас, ямуркум, ан такрау аль-Кур'ана кама уллимтум. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, приказывает вас, чтобы вы читали Коран, как вас научили. Как вас научили. То есть, это можно сказать, это золотое правило получения Корана. Как я читаю Коран, я изучаю у Хазрата. Хазрат как получил Коран? Тем же самым способом. Он читал у его шейха. И так далее до сподвижника, который изучал и взял Коран напрямую от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Надо запомнить этот хадис, потому что он будет нужен всегда. Это золотое правило. В начале урока не будем говорить о аль-ахруфу ас-саб'а, что они на самом деле есть, но будем привести хадисы, в которые были упомянуты аль-ахруфу ас-саб'а. Потом мы поговорим о чем, что это на самом деле аль-ахруфу ас-саб'а. Первый хадис передает Умар ради Аллаху анху. Он говорит: я не буду читать хадис буквально, но буду рассказать историю, которая в этой передаче. Умар ради Аллаху анху говорит: однажды я зашел в мечеть и увидел одного сподвижника, Хишам ибн Хаким ибн Хизам. Он стоит в намазе. И он читает Коран не как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям научил меня. И, как я сказал, известно у всех сподвижников, что мы должны читать Коран, как нас научили. То есть, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям учил нас, мы так должны читать Коран. Мы не можем менять, мы не можем выбрать что-то по-другому, читать как мы хотим. Это никто не может. А когда Умар ради Аллаху анху слышал, что этот сподвижник читает Коран в намазе, не как он знал, как он получил от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, первое, что в голове Умара ради Аллаху анху, что этот сподвижник читает неправильно. Поэтому Умар говорит: я хотел взять его, хотя он был в намазе, взять его, вытащить к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Но я успокоил себя. Мы все знаем Умар ради Аллаху анху, насколько он сильный
он очень ревнует, когда кто-то нарушает что-то в религии. Поэтому он хотел сразу нарушать его намаз и взять его к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он рассказал, как он читает. Как Умар понял, что это неправильно. Но он сказал, я успокоил себя до того, как он закончит намаз, совершит намаз полностью, потом я возьму. Ждал Умар, радиллаху анху, Хаким бин Хизам, Хишам бин Хаким закончил намаз, завершил намаз, а Умар, радиллаху анху, ничего не сказал. Взял его с одеждой и вытащил к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Они стояли перед пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям и сказали: о пророк, он читает не как ты научил меня, он читает что-то по-другому. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям улыбался и сказал: Умар, отпусти человека, потом поговорим. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал Хишам бин Хаким, сказал ему: читай, как ты читал в намазе только что. Он читал, как он читал в намазе. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Хакада унзиль». Таким образом, это чтение, так был ниспослан Коран. Умар в это время, в этот момент был удивлен. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям научил Умара другим способом, не как он сейчас слышал. А пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит о чтении этого человека, что он читает правильно, как был ниспослан Коран. То есть правильно 100%. Умар был удивлен. Тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал Умару: о Умар, читай те же самые аяты, ты, как я научил тебя. Он читал, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям научил его. Он сказал: «Хакада унзиль». Таким же образом был ниспослан Коран. Чтобы они поняли, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал вот это правило: «Унзиль аль-Корану аля саб'ати ахруф». То есть Коран был ниспослан на 7 харфов. То есть на 7 способы, на 7 вариаций или в 7 вариаций чтения Корана. То есть, что мы понимаем от этой передачи, то, что Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Коран, и мы читаем его не обязательно читать одним способом. То есть другие способы, с которыми можно читать Коран, и это тоже был ниспослан. То есть Аллах Субхану ва Тааля, например, даю пример из кираатов, потом, иншаллах, в следующий урок будем разбирать вопрос кираатов поподробнее. Например, у нас в суре Аль-Фатиха есть достоверный кираат, как мы сами читаем: Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахмани Ар-Рахим, Малики Яумиддин. Другие кирааты есть Малики Яумиддин. В этом есть противоречие? Нет. Малики и Малики, они похожи на синонимы. Каждый имеет свой смысл, конечно. Малик – это царь, Малик – это владелец, но противоречия нет. То есть все в контексте совпадает. И оба этих чтения были ниспосланы от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям однажды получил чтение Малики Яумиддин и обучал группу сахабов таким, чтобы они читали Малики Яумиддин, а научил других, чтобы они читали Малики Яумиддин. Поэтому вернемся к первому хадису, который упомянули в этом уроке, от Али радиллаху анху, что он сказал: «Икрау кама уллимтум». Читайте, как вас научили. Другая передача от Убай бин Кааб. И Убай бин Кааб, как мы говорили, что он собрал Коран во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он был из хафизов Корана. Он сказал: я был в мечети, зашел один человек, читал Коран, не как пророк научил меня. Через некоторое время тоже зашел другой человек, и он читал Коран не как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям научил меня, и не как этот человек читал, который первый. То есть у нас получилось 3 разные вариации, 3 разные способа чтения Корана. Он попросил их, чтобы они пошли вместе к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, чтобы показать Коран у них и проверить, кто читает правильно.
И это еще в этих передачах, когда мы переводим, это должно дать нам доверие побольше в Коран, что он не изменился. Почему? Потому что сподвижники, когда пророк Мухаммад ﷺ был среди них, они хотели читать Коран правильно 100%. Они не допускали никакой ошибки. Хотя пророк там, если кто-то ошибался, пророк сам может исправить, позвать этого сподвижника, исправить, но они сами между собой не разрешали никому, чтобы он читал Коран неправильно. Это дает нам доверие в том, что Коран не изменен. Поэтому пошли втроем к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, и каждый читал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, как читали в мечети. А пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал первому, таким образом был ниспослан, второму сказал, таким образом был ниспослан, и сказал Убаю, читай, он читал, он сказал, таким образом и был ниспослан Коран. Тогда Убай бин Кааб говорит, у меня попало в сердце сомнение. Может быть, это что-то неправильно, что-то от шайтана. Какое-то сомнение было в сердце Убай бин Кааб. Тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям ударил его в грудь, и тогда он очень сильно боялся и понял, что хотел пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям показать ему, когда он сказал, таким образом был ниспослан, таким образом был ниспослан, что есть разные способы чтения Корана. И все эти способы, все эти вариации от Аллаха субханаху ва та'аля. Тогда он понял, что хочет пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он понял. И он понял, альхамдулилля. Также он сам передает другой хадис, в который он говорит, «Кунна инда адати бани Гифар». То есть были в одном месте, вместе с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям в Медине. «Фаджааху Джибриль». А к нему пришел Джибриль, алейхиссалям. И сказал ему, «Инна Аллаха я'мурука ан тукриа умматака аль-Кур'ана аля харфин вахид». Аллах приказывает тебе, чтобы ты читал Коран одним способом, без изменений, без вариаций, без других способов, одним образом, и все. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Ас'алу Аллаха аффаху муафатаху ва магфиратаху, ва уммати ла тутик». То есть я прошу Аллаха прощения, но моя умма не сможет. Почему? Потому что есть в умме разные диалекты. Даже не во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, а в наше время есть разные диалекты, разные страны, и каждый может читать по-другому из того, что дошло до нас от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Это облегчение. Поэтому попросил у Аллаха облегчение, потому что умма не сможет читать Коран одним способом. Поднимался Джибриль алейхиссалям, вернулся и сказал, Аллах субхану тааля дал два способа. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям повторил, «Ас'аллаху муафатаху ва магфиратаху, ва уммати ла тутику залик». Поднимался Джибриль, вернулся и сказал, Аллах субхану тааля дал три способа. ثلاثة أحرف. Он сказал, «Ас'алу Аллаха муафатаху ва магфиратаху, ва уммати ла тутику залик». В четвертый раз пришел Джибриль и сказал, «Инна Аллаха я'мурука ан тукриа умматака аль-Кур'ана аля саб'ати ахруф». Аллах приказывает тебе, чтобы ты читал или обучал Коран, свою умму обучал Корану на 7 способов или 7 вариаций, так сказать. Поэтому ученые говорили об этих хадисах, что они насколько достоверны, как Коран сам достоверный. То есть они достоверны, потому что они были перенесены или переданы таватуром. Вот эти хадисы, в которых есть напоминание аль-ахруфу саба, они хадисы мутаватири. То есть их уровень достоверности, как достоверность Коран. То есть в них сомнений нет. 100% достоверны от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, что Коран был ниспослан на 7 харфов от Аллаха субханаху ва тааля. Об этом говорит Абу Убайд аль-Касим бин Салам, то есть он говорит, что этот хадис мутаватир, эти хадисы мутаватири, и много ученых со времени Абу Убайд аль-Касим бин Салам до нашего времени
много ученых доказали, что эти хадисы достоверны, и их уровень достоверности сравняется с уровнем достоверности Корана, что они были переданы таватуром. То есть нет никакого сомнения в этих хадисах. Теперь, какая мудрость, чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал нам Коран на 7 способов, на 7 харфов. Ученые говорят, самый главный – это облегчение этой уммы. Облегчение для этой уммы. Почему? Потому что люди, которые пожили, например, которые жили не в Мекке, не с курайшитами, а они привыкли к одному диалекту. И они этот диалект не могут поменять, чтобы читать Коран правильно. Поэтому пришло облегчение от Аллаха Субхану ва Тааля этой умме, чтобы мы читали. И это видим до нашего дня. То, что иногда, когда мы обучаем Коран, слушаем и детей, и взрослые, они читают иногда по нашему риваяту неправильно. Но это чтение правильное в других риваятах. Когда я это слушаю, я говорю, субханаллах, это было облегчение этой уммы. Чтобы, если он ошибался в нашем риваяте, но в другой риваят это правильно. Поэтому ему будет записано благое дело. Альхамдулиллах. Значит, это облегчение для всех людей этой уммы. Это было облегчение. Теперь, что мы понимаем от этих передач, от этих хадисов, которые мы привели? То, что нет сомнения в том, что это облегчение. Нет сомнения в том, что Коран был ниспослан на 7 харфов. И мы понимаем, что, как мы говорили в начале передачи от Али радиллаху анху, что любой харф, который мы будем читать, он должен быть получен от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. То есть не разрешается никому, даже сподвижникам, чтобы они придумали харф свой, способ свой, не разрешается. Только разрешается читать харф, который получили от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Вот это понимается тоже от этих передач. Теперь, после того, как мы узнали, что эти харфы достоверны, все пришло от Аллаха Субхану ва Тааля, и это было облегчение этой уммы, что эти такие, эти харфы? Что означает аль-ахрафу саба? 7 видов, 7 вариаций, 7 способов. В чем отличие между ними? В этом вопросе много мнений. Разногласие большое между учеными. Ибн Хиббан говорит, что есть 35 мнений разных о том, какие отличия между этими харфами, что они на самом деле. Суюти, рахимахуллах, говорит, что, или привел 40 мнений, 40 разных мнений. Мулла Али аль-Кари довел них до 41 мнения. Поэтому есть много мнений. Но если там посмотреть, похожие друг с другом, удалить которые очень слабые мнения и так далее, мы можем видеть 2 мнения, которые самые сильные, так сказать, и которые поддерживают много или большинство ученых. Именно первый из них, который мы будем говорить сейчас. Это мнение передается от Абу аль-Фадл ар-Рази, и не он придумал это мнение, а это много ученых, большинство ученых нашей уммы приняли это мнение, улучшили, исправили какие-то недостатки и так далее, и получилось это мнение, которое репрезентирует или там представляет мнение большинства ученых этой уммы. О чем говорит это мнение? О том, что 7 способов или видов или вариаций чтения Корана это говорит о отличии в арабском языке. Например, у нас в похожих словах, например, у нас есть слово «гаябат».
Или, например, берем другое слово аманат, доверие, доверенность, аманат. И в единственном числе она читается, это слово читается ли аманатихим. В множественном числе читается ли аманатихим. И есть у нас среди 10 кираатов есть чтение «Валладина хум ли аманатихим», и есть другое чтение «Валладина хум ли аманатихим». Поэтому в этом мнении говорится о том, что это первый способ чтения. То есть отличие между единственным числом, двойственным числом и множественным числом. Второй, то есть это первый способ. Первое отличие. Чем отличаются эти харфы? Во-первых, единственным, двойственным и множественным числами. Вот это первый способ отличия между способами чтения Корана. Второй, можно еще приводить другой пример. В суре Юсуф Аллах Субхану Тааля говорит: وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. Гаябат — это единственное число. Есть другое чтение, достоверный, то есть Коран, мутаватир. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ. И другой пример, который повторяется часто, аятун, аятун. То есть аятун — это единственное число, аятун — множественное число. Тоже все эти отличия вернутся к первому виду, который это отличие в единственном, двойственном, множественном числе. Второй вид отличия или вариации – это конъюгация глаголов, то есть склонение глаголов. Например, та'малун, я'малун. Что вы делаете, что они делают. Это уже отличие, которые в глаголах. Как мы склоняем глаголи, это уже второй вид чтения. Например, второй вид отличия или вариации между этими харфами. Например, есть аят, где Аллах Субхану Тааля говорит: وَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا. И они сказали: «О Аллах, дай нам, чтобы наш путь был подлиннее, то есть чтобы был посложнее путешествовать». Другое чтение: وَقَالُوا رَبُّنَا بَعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا. Говорится о том, что, то есть ба'ид — это уже императив, то есть это наклонение, то есть приказывая, они просят у Аллаха Субхану Тааля. Ба'ид. Другое чтение: Раббуна ба'ада. Уже удлинил нам путь. То есть в одном чтении это дуа: о Аллах, удлини нам путь путешествия. А в другой уже это произошло: Раббуна ба'ада. Наш Господь удлинил нам путь, уже удлинил нам путь путешествия. Поэтому это второй способ изменения склонения глаголов. Это второй способ. Третий. Падежи. Использование падежей. Например, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ла юдарра ва ла юдарра катибун ва ла шахид». Не вредите писателя или свидетеля. Когда пишем какой-то договор или пишем долг между двумя людьми, Аллах Субхану Тааля дает приказ таким образом, как я читал: «Валя юдарра катибун валя шахид». Не вредите ни писателя, ни свидетеля. Не причиняйте им вред. Другое чтение есть, тоже достоверный, тоже Коран. «Валя юдарру катибун валя шахид». То есть первый «ля юдарра», второй «ля юдарру». И второй переводится таким образом: нельзя вредить писателя или свидетеля. Поэтому смысл почти одинаковый. То есть не вредите или нельзя вредить. Но такой способ есть чтения достоверный от Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля не способил Коран таким образом. И есть другой, который нельзя вредить. То есть не вредите или нельзя вредить. Смысл почти одинаковый,
Но это способ есть, это способ есть. Аллах не спустил Коран таким образом и таким образом. Это облегчение для нас. Вот это третий вид. Четвертый. Аз-зиядату ван-накс. Добавление или удаление. Например, в некоторых аятах их мало, но в некоторых аятах есть дополнительные слова в одном чтении, а в другом нет этого слова. Например, «Джаннатин таджри тахтаха аль-анхар» – сады, под которые идут реки. Другое чтение «таджри мин тахтиха аль-анхар», то есть дополнительное слово «мин». Изменение в смысле есть? Нет. Тахтаха или мин тахтиха. Под ней, то есть перевод будет один и тот же. Перевод. И в этом аяте, и в этом аяте. Где добавили слово мин, где удалили слово мин. Значит, Аллах Субхану Тааля один раз не спослал этот аят без слова мин, то есть таджри тахтаха аль-анхар, и другой раз Аллах не спослал таджри мин тахтиха аль-анхар. Другой пример, сура Аль-Хадид. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Другое чтение. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обучил одних сахабов, сподвижников, чтобы они читали وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. А других وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. И оба Аллах Субхану Тааля не спослал вот это и вот это. Это достовернее, это достовернее. Это Коран, это Коран. Вот это четвертый вид отличия между способами чтения Корана. Пятый – это ат-такдим ва ат-та'хир. Когда у нас слово в первом месте и другое слово во втором месте, или когда они наоборот. Например, Аллах Субхану Тааля говорит «Фаяқутулуна ва юқуталун». Вот те, которые сражают на пути Аллаха, Аллах Субхану Тааля говорит «Фаяқутулуна ва юқталун». Они убивают, и они будут убиты. То есть они убивают, потом их убивают. То есть они сами убивают других. Потом они сами будут убиты другими. Другое чтение «Фаюқуталуна ва яқутулун». Вначале поменялись местами эти два слова, то есть пишутся одинаково. Просто изменяются огласовки. И чтение таким образом «Фаюқуталуна ва яқутулун». То есть они их убивают сначала, потом они убивают других неверующих. Поэтому это у нас, когда что идет в начале, что идет в конце или наоборот, это уже пятый вид вариаций. Шестой вид вариаций – это аль-кальбу валь-ибдаль фи калиматин ау харф. Когда у нас одно слово, но можно читать ее разными способами. Например, Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Бакара «Ванзур иля аль-изам» и смотри на кости. Когда Аллах Субхану Тааля умерщвлял человека на 100 лет, и после 100 лет он как будто он спал и проснулся, и в его теле не было никакого изменения. А его осел уже 100 лет прошло, он исчез. Поэтому Аллах Субхану Тааля хотел доказать этому человеку, правдивому человеку, как Аллах Субхану Тааля оживляет после смерти, и сказали ему «Ванзур иля аль-изами кейфа нуншизуха». И смотри на костей, как мы будем поднимать их с земли. То есть Аллах поднимал эти кости, они собрались вместе, потом образовался живой осел. Другое чтение «Кейфа наншуруха» и «нуншизуха» и «наншуруха» почти одно и то же. То есть этот способ Аллах Субхану Тааля не спослал Коран, «нуншизуха» и «наншуруха» тоже поднимаем их. То есть как поднимаем эти костей. Смысл почти одинаковый, но разные способы чтения.
это облегчение. Может, у кого-то в своем диалекте он использует слово нуншизуха, а наншурха он не использует. А другой использует наоборот. Использует слово наншурха, а нуншизуха не использует никогда. Поэтому это облегчение для этой уммы. Седьмой и последний – это разница в диалектах. Например, одно слово не изменяется, но способ ее чтения отличается в зависимости от народа или от диалекта. Например, «Ваддуха валлейли ида саджа». Мы знаем, что сура Ад-Духа известна всем, альхамдулилля. Есть три способа читать сура Ад-Духа, слово «Ваддуха». Как мы читаем, «Ваддуха» – это один диалект у арабов. Есть другой диалект «Ваддухи» – это тоже Коран. То есть слово не изменилось, но способ его чтения меняется. А смысл меняется? Нет. Ад-Духа, Ад-Духи – это одно и то же. Одно слово не меняется. Есть еще третий способ «Ваддуха». То есть одно слово, в зависимости от диалектов, можно читать либо «Ваддуха», «Ваддуха», «Ваддухи». Три способа чтения одного слова. Смысл не меняется никак, а у нас разные способы. Может, у какого-то племени они используют третий, «Ваддухи». Им будет очень тяжело читать «Ваддуха». А кто читает «Ваддуха», ему будет очень тяжело читать «Ваддухи». Поэтому Аллах Субхану Тааля не спустил Коран, чтобы и так было правильно, и так было правильно, и третий было правильно, чтобы всем было удобно читать Коран. Облегчение для умы, как мы говорили. Вот эти все семьи, которые мы перечислили, это первые мнения. И это, как мы сказали, что это самые достоверные мнения, самые сильные мнения, приняты многими учеными или большинством ученых этой уммы. Второе мнение, и больше не буду указать другие мнения, потому что они слабее этих двух мнений. Второе мнение говорит о том, что Коран, Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна анзальнаху Куранан арабиян». То есть мы не спослали его арабским Кораном или Коран арабским языком, на арабском языке. Поэтому и во время ниспослания Корана были разные диалекты. У каждого племени есть свой диалект. У курайшитов, где родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, есть самый лучший из диалектов. Почему? Потому что они центр арабского полуострова, во-первых. Во-вторых, у них Кааба есть. Третий, они центр торговли между и Шам и Яман. Четвертый, у них они были богатые. Поэтому из-за этих факторов и еще другие факторы, у них был самый лучший диалект. А у других племена тоже были разные диалекты, как Тамим, как Худайль. И сказали в этом мнении, ученые говорили, что Коран, большинство Корана, это согласно диалекту Курайша. А Коран содержит еще 6 других диалектов. И вот эти 7 диалектов, которые находятся в Коране, вот это на самом деле аль-ахрафу саб'a. То есть аль-ахрафу саб'a или 7 вариаций, это сколько диалектов есть в Коране из арабского языка. Сколько диалектов? Их 7. И перечислили их. Первый это Курайш, это основной. Второй Худайль, Тамим, Азд, Рабиа, Хавазин и Саад бен Бакр. 7 диалектов. И поддерживает это мнение много передач. И среди них, например, передача от Ибн Аббаса, радийаллаху анху, который сказал: «Ма кунту адри ма фатиру самавати вал ард». То есть он, Абдуллах ибн Аббас, радийаллаху анхума, он курайшит. Поэтому он понимает диалект Курайша. И он сказал: я не понял, что означает слово «фатир». До того, как двух бедуинов были в разногласии о колодце. Первый говорит: «Ана фатартуха». Второй говорит: «Ана ахраджту лмаа минха». То есть две бедуины
были в разногласии о владении колодца, первый говорит, я начинал этот колодец. То есть я начинал, я работал. Другой говорит, ты не вытащил воду оттуда. Я продолжал работу и вытащил оттуда воду. Поэтому это мой колодец. Поэтому тогда он понял, что фатара – это начинал, сотворил. Поэтому фатиру самавати вал ард, который сотворил небеса и землю, или который начинал небеса и землю. Поэтому в Коране есть слова, которые не на диалекте Курайша, а на другие диалекты, или на диалекты других племен. И на самом деле, если смотреть, можно собрать эти два мнения, и в них нет противоречий. То есть Коран на самом деле, да, содержит 7 диалектов из Аравии, из арабского языка, но большинство Корана это согласно диалекту Курайша. И вот эти вариации, которые мы перечислили в первом мнении, то есть множественное число, единственное число, там, склонение глаголов и так далее, вот эти все вариации тоже есть в Коране, есть в Караате тоже, и которые считаются Кораном, конечно. Поэтому можно собрать эти два мнения и сказать, что оба они достоверные мнения. Теперь, есть еще одно мнение, которое тоже слабое, но нужно упомянуть, и говорит о том, что в Коране нет именно 7, а просто говорили, что 7 значит много. И это уже стиль речи у арабов, когда они хотят говорить о чем-то, что его много, они говорят слово 7. 7, 70, 700, 7 тысяч. Например, пришла армия огромная. У них есть 70, например, бойцов или 7 тысяч бойцов. Это не означает у арабов, что там именно они считали, и там 7 тысяч. Это значит, что их много, очень. Поэтому в этом мнении сказали, что не имеется в виду, что есть именно 7, а просто имеется в виду, что есть много вариаций, много способов чтения Корана. Но почему это мнение неправильное? Потому что мы привели хадис, в который пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Амарани Джибриль ан уклия уммати Коран», или пришел Джибриль к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и сказал: Аллах приказывает тебя, чтобы ты читал или научил Коран одним способом. И он попросил побольше. Потом на 2. И пророк попросил еще побольше. Потом на 3. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям попросил побольше. Потом на 7. В четвертый раз Аллах субхану тааля дал нам 7 харфов. Тогда понимается из этой передачи то, что имеется в виду именно 7. Ни больше, ни меньше. Потому что сначала сказали 1 способ, потом сказали 2 способа, потом сказали 3. Поскольку мы указываем какие цифры, значит, когда сказали в хадисе, что 7 харфов будет, значит, это именно 7. Они имеются в виду много способов. Это первый. Второй. Есть разногласия в том, что кираат, который есть на сегодняшний день, они содержат все эти харфы, 7 харфов или нет. Есть мнение, которое слабее, чем другое мнение, я буду упоминать и скажу, почему это слабое мнение, в котором говорится о том, что когда Усман ради Аллаху анху, как мы говорили в уроках прошлых, что он собрал Коран, он говорит, это мнение говорит, что Усман отменил 6 харфов и объединил умму на 1 харф, на 1 способ чтения. Вот это мнение слабое. Почему? Потому что, во-первых, никто не может отменить Коран, кроме Аллаха субхану ва тааля. Никто не может. Во-вторых, это мнение, когда говорит о том, что Усман отменил 6 харфов, они говорят, что эти 7 харфов были облегчение для уммы. А когда был установлен Коран, и все изучали его читать, больше не нужно это облегчение, поэтому
согласием умми были удалены 6 харфов, и оставил Усман один харф, который мы все читаем, то есть вся умма читает этот харф только. И, как мы говорили, это слабое мнение, потому что никто не может отменить Коран, кроме Аллаха Субхану Тааля, как мы говорили в урок «Ан-Насх валь-Мансух», отменяющий отменяемый. Во-вторых, то, что Усман, когда он собрал Коран, его цель, согласно аль-имам аль-Бакаляни, я буду сказать, что имам Бакаляни сказал, он сказал, цель Усмана не была сбора Коран в мусхафе, потому что это уже делал Абу Бакр, рады Аллаху анху. А какая цель была у него? Чтобы объединить умму на достоверные чтения Корана, чтобы удалить отмененные тексты, чтобы удалить толкования, которые объединены. Например, приведу один пример. Есть такое чтение, которое уже это не Коран, конечно. «Ла джунаха алейкум», вот это Коран. «Ла джунаха алейкум ан табтагу фадлан мин раббикум», это Коран, сура Аль-Бакара. Есть дополнение к этому в одной из передач, то, что «Фи маусими аль-хадж», в сезоне хаджа или во время хаджа. Вот это не Коран, это толкование того, кто написал этот аят. Поэтому, если кто-то видел, что написано, он подумает, что это все Коран. Поэтому Усман что делал? Удалили все эти толкования, удалил отмененных текстов и оставил только Коран, который пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям умер, и был этот Коран один, и собрал Абу Бакр, рады Аллаху анху. Поэтому это мнение слабое, что осталось только один харф, а достоверное мнение, которое большинство ученых согласны с ним, это то, что 7 харфов, они до сих пор существуют, и они все существуют во всех кираатах. То есть у нас сегодня достоверных кирааты 10, и в них содержатся все 7 харфы, которые получила умма от Аллаха Субханаху ва Тааля. Последнее, что я буду сказать на сегодня, после этого длинного урока, что мы должны знать. Самый главный, то есть вывод из этого урока, то, что 7 харфов – это не 7 кираатов. Это отличные друг от друга вещей. 7 харфов и 7 кираатов – это не одно и то же. Это разные вещи. Иншаллах, в следующих уроках будем говорить о кираатах. Что это такое, как они появились, кто передал и так далее. Второй, все эти разные мнения, все эти разногласия, это только в теории. Это просто теория. Обсуждаются эти разногласия среди ученых только. Это не влияет на то, что у нас есть в качестве мусхафа. То есть достоверный Коран, который мы можем читать в намазе, который мы читаем как вид поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, это уже 10 кираатов, которые были переданы таватуром. И все эти разногласия не будут влиять на таватур этих 10 кираатов. Поэтому мы держим в курсе, что мы читаем Коран сегодня через эти 10 кираатов, любой из них это достоверный Коран, который сам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям обучал. Сам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям получил от Аллаха Субханаху ва Тааля. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله